Добрый день, дорогие телезрители! С вами снова программа News on Air и я Мария Кардашевская. Давайте начнем. Сегодня отмечается День сотрудников органов внутренних дел. Спешу поздравить наших доблестных полицейских с их профессиональным праздником. Ну что, мы сейчас находимся в управе строительного округа. Здесь базируются участковые 4-го отдела. Давайте пойдем и расспросим об их работе. Здравствуйте. Здравствуйте. Лейтенант полиции Дмитрий Тен работает в органах 5 лет, 2 года в должности участкового уполномоченного. Полицейский признается, что уже с детства знал, кем станет. С самого детства я мечтал работать в органах внутренних дел. Но на тот момент еще была милиция. Меня именно привлекала фуражка. Я хотел с детства носить фуражку. Участковый должен находить такие выходы из ситуации, которые, где, кажется, нет решения. Я на самом деле очень люблю свою профессию, мне она очень нравится. Каждый день, день участкового, это не просто работа-дом, вот так вот. Каждый день идет все по новому сценарию. Каждый день происходит что-то новое. Это получается, не как день сурка. Наш герой любит свою работу и планирует связать с ней всю свою жизнь. Он не остановился на полученном высшем образовании и продолжает обучение теперь уже на степень магистра. Я хочу поздравить своих коллег с этим знаменательным днем, днем сотрудника органов внутренних дел. Желаю вам счастья, здоровья, успехов, карьерного роста, и всего самого наилучшего. В Санкт-Петербурге сейчас проходят Дни Якутии. Артисты Государственного театра оперы и балета выступили на сцене северной столицы. Также начались соревнования по масс-рестлингу и состоялась торжественная церемония передачи новых якутских экспонатов в коллекцию Российского этнографического музея. Якутия передала комплект традиционной якутской одежды в дар. Экспонат представляет собой воссозданный национальный комплект нарядной якутской одежды XIX века. Правительство Республики Саха-Якутия подарило музею на 120-летие такой замечательный комплект. Шуба, шапка и варежки, изготовленные якутской мастерицей Анной Николаевной Зверевой. И выполнен этот костюм вы видите абсолютно в традиции, и я думаю, что он займет достойное место в преддверии того, что мы готовим сейчас новую экспозицию по народам Сибири и Дальнего Востока, и задумка показать современное сохранение традиций, то наверняка эта шуба займет достойное место в экспозиции нашего музея. В этом году фестиваль «Зима начинается с Якутии» впервые за последние годы пройдет в очном формате. В Министерстве предпринимательства республики сообщили, что программа порадует уникальными событиями. Мероприятия начнутся 28 ноября и завершатся 4 декабря. Помните, мы утром показывали видео, на котором показано, что под селом Крестях Сунтарского района идет ледоход. И я высказала еще сомнения по этому поводу. Так вот, оказалось, что это все-таки правда. Более того, под самим Сунтаром сегодня тоже заметили воду. Тем временем в селе Джархан, там же в Сунтарском районе, завершилась традиционная рыбалка Мунха. И участники отметили это дело песней. Bultmenleri küragine kıra surgun Uvolu garka derbet
А в поселке Тюбе Намского района установили памятник карасю. Это мероприятие посвящено 80-летнему юбилею рыбной артели Урюмкёль. Ну а в Якутске местами и вовсе косят траву. И о спорте. Якутянин Петр Захаров в свои 51 год только за последний год пробежал 4 марафона. И не где-нибудь, а в Чикаго, Бостоне, Берлине и вот последний 6 ноября в Нью-Йорке. Чурапчинец начал заниматься марафонным бегом в 45 лет. И его цель – пробежать 6 марафонов. И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Больше новостей вы можете узнать на нашем телеграм-канале, ссылку на который видите на своих экранах. С вами была Мария Кардашевская. Увидимся в эфире.